Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости. Друзья, огромную благодарность испытываю я к вам за то, что получилось собрать на корм на 2 передержки. Какое же это счастье накормить наших подопечных. Спасибо вам огромное. Ну а мы с Женей эти 2 суток занимались Рихардом из Краснодара. Рыженький, куда ты едешь, маленький? Едем. Два глазки перепуганные. Скажи, ну что делать? Да, Рыжулька? Все, едем. И у нас получилось. Сегодня ночью его погрузили в машину, и вот он приехал в Москву. Ночь в пути. Пока ему страшно, пока не понимает, где он и что с ним произошло. Едет на передержку. Вот собачка ваша приехала. Приехала ваша собачка. Все, я тебе больше не дам, хватит. Что ты так боишься поводка? Поводка боишься. Все, хорошая собака. Не бойся, не бойся. Не бойся, все. Парень отличный. Я благодарю, друзья, за то, что вы откликнулись и поддержали меня в его спасении. Впереди нас ждут все обработки, прививки, кастрация, обучение хождению на поводке, фотосессия, пиар. Работаем. Работаем, друзья. Спасибо всем. И вот только успели отправить Рихарда. Получаю новую сводку из того же Краснодарского края. Жила у магазина небольшая собачка, молоденькая. Зимой была еще подростком, а в июне уже родила 6 щенят. Казалось бы, местные жители, везде частные дома с землей, с огородами, но никто не приютил эту чудесную небольшую собачку. И каков итог? Итог – щенки и указание убрать собаку любыми способами. Куда убрать? В лес или уничтожить? Дали несколько дней, 2-3. Продавщица, что подкармливала, спешно раздала абы кому 5 месячных щенков-кобельков. Ну, чтобы хоть как-то сохранить им жизнь, неважно, какое пристройство. А щенок-девочка никому не нужна вместе с мамкой. И она обратилась к волонтеру, к той самой девушке Евгении. Что делать? Куда деть мамку со щенком? Женя, в свою очередь, обратилась ко мне. Что делать, друзья? У меня к вам вопрос опять и просьба. Мы будем их спасать. Надо сегодня дать срочно ответ, пока не случилась беда. Но для этого мне также нужна помощь финкураторов, которые ежемесячно готовы поддерживать посильной суммой. Пожалуйста, откликнитесь. Если кто-то готов забрать к себе домой, мы будем только рады. Привезем. Откликайтесь. Если нет, то тогда нужны финкураторы. Без этого никак. Не сможем. Не спасем, не вывезем. Пожалуйста. Друзья, уже сложилась традиция, что мы показываем вам спасенных от голода и лютого мороза, от живодеров и жуткого места ППЖ. Они спасены и превратились в шикарных собак. Выбирайте. Перс. Активный, позитивный мальчишка, любит людей, игривый, но с нотками доминантности в характере.
С нормальными, нескандальными собаками прекрасно дружит. Подвижный ребенок. Лает, когда хочет выйти из вольера или очень скучает по человеку. Подойдет для активных людей, так как любит гулять и двигаться. Можно в семью с детьми и животными. Жак. Черненький песик. Как жалобно он выглядывал из глухого, обитого железом вольера ППЖ, стоя на двух задних лапках. Его глаза не забуду в этот зловещий март никогда, когда рядом лежал труп, возможно, его черного брата. Какой же он комфортный, спокойный, ни с кем не конфликтует, ласков и послушен. Подойдет для дома и в квартиру. Погулял, пришел, поел, завалился спать. И как он выжил в этом ППЖ. Не зря он взглядом умолял его оттуда вытащить. Пират голубоглазый. Долго он скитался по Якутску, не раз попадал в ППЖ, раза два типа пристраивали, и снова я его видела на улице. В итоге никому не нужного зимой пришлось его из ППЖ все-таки забирать мне. Оказался он прекрасным парнем во всех отношениях. Любит людей, дружит с собаками. Не любит только агрессивных кобелей. Ну а кто их любит? Ласковый, любит обниматься. Спокоен к разным манипуляциям. Когда его расчесываешь, осматриваешь глаза, зубы. Жизнерадостный, позитивный. Подойдет в семью с детьми и даже с другими животными. Замечательный мальчишка. Гоша. Грациозный, сильный, лоснящийся кобелек, чудом спасенный в мороз, умирал под домом. С температурой и соплями привезли, отогрели, вылечили. И мальчишка расцвел. Дружелюбный, справедливый, послушный, к сородичам равнодушный, на рожон не полезет, отлично ездит в машине, человека любит и во всем слушается. Прекрасный друг, компаньон, охранник. Митька. Митьку спасли в мороз зимой, когда он не отходил неделю от трупа своего умершего друга. Верно его охранял. Носом тыкался, пытался его поднять. Приблизительно ему 2-3 года. Умненький, самостоятельный, подвижный и очень прыгучий мальчишка. Стремится к человеческому вниманию и любви, любит погладушки, дружит с другим кобельком, с которым живут вместе. Радуется человеку, прыгает, когда видит человека, счастлив с человеком. Замечательный мальчишка.